овощевых рынков на окраине Алматы, в народе по-простому называют барахолка. Стоит пройтись по рядам, как на каждом шагу слышна кыргызская речь. Трудовых мигрантов из Кыргызстана здесь много. Один из них Эльчуро. Он арендует контейнер. Товары возит из Китая, Турции, но в основном из Бишкека. Но боится, что скоро везти будет некуда. Кассовый аппарат ашканбыз, ИПыбыз бар. Ошол эми жакында базарлар. Кассовый аппарат у нас стоит. Сейчас не ясна судьба базаров. Говорят, закроются, говорят, останутся. Мы в невидении. Что дальше будет, абсолютно неясно для нас. Говорят, систему патентирования ведут, но это не точно. Аренда контейнеров в месяц стоит $1500. Ежемесячные налоговые отчисления доходят до 1000 тенге. После всех этих расходов остается от 1000 до $2000 прибыли. И это в разгар сезона. Бывает, выходит по нулям. Приходится экономить на всем. Чулпон с утра помогает Эльчуро на базаре. Ближе к вечеру бежит домой. Пока муж закрывает лавку, она должна успеть приготовить ужин. Продукты покупает почти каждый день. Семья большая. Дома родители ждут 4 детей. 2 сына и 2 дочери. В общем, забот у Чулпон хватает. Цены здесь по сравнению с Кыргызстаном намного выше. Квартиру снимаем вместе с семьей сестры. В месяц платим каждая семья по 55 тысяч тенге. Нашими сомами это 15 тысяч сомов. Плюс за коммунальные услуги отдельно платим. Где-то 5-6. В день на продукты уходит. Если перевести на наши деньги, примерно 900 тысяч сомов. Была бы работа в Кыргызстане, там и жили бы. В консульский отдел Заир ходит чаще, чем к себе на работу. Это его, можно сказать, вторая служба. Он, говоря простым языком, посредник между трудовыми мигрантами из Кыргызстана и консульством в Алмате. Многие наши соотечественники не знают, куда обратиться, где взять тот или иной документ. Вот тогда-то на помощь приходит наученный опытом такой же трудовой мигрант Заир. Хотя каждый кыргызстанец спокойно может самостоятельно решить эти вопросы. Но то ли от незнания процедур и законов, то ли от собственной лени, быть может, из-за нехватки времени, обращаются к Заиру. Все беды случаются от незнания законов. Когда границу пересекают, заполняется миграционная карточка. По истечению 5 дней нужно зарегистрироваться. Некоторые не делают этого. Потом у них возникают проблемы на границе. Если бы они соблюдали эти правила, обращались в соответствующие органы, трудностей не возникло бы. Из-за мелочи создают себе огромную проблему и сами же страдают от этого. Сам Заир приехал в Алмату в 2000 году. Начал торговать на барахолке. В 2006 создал общественный фонд «Кыргызата». Проработал и в Ассамблее народов Казахстана. Имеет здесь вид на жительство, но менять гражданство не спешит. Да и не собирается. Мог бы получить казахское гражданство, но не стал. У меня одна родина, Кыргызстан. Я знаю, что когда-нибудь, не могу сказать точно когда, но вернусь в Кыргызстан. Торговля сегодня не выдалась. Зима – мертвый сезон. В морозы никому особо и не хочется ходить на базар, в холод переодеваться, примерять вещи. Лучше оставаться дома на диване под теплым одеялом. Чего не скажешь об Эльчуро. Он с 6 утра на ногах. Целый день простоял на рынке без особой пользы. Но домой с пустыми руками не возвращается. А как же? Дома ведь дети в ожидании кормильца. Семья в сборе. Мальчишки уже вернулись со школы. Чулпон успела приготовить ужин. В эти минуты глава семьи просто отдыхает, наслаждаясь моментом, на время забывая о всех проблемах, а их, уж поверьте, немало. Иногда хочется все бросить и уехать в родной солнечный Джалалабад. Такие мысли часто посещают, практически через день. С одной стороны холод, с другой бесконечные проверки миграционных служб. Многие думают, что сидеть на базаре легко. Сидишь себе, а деньги так и идут к тебе в руки. Но уже то, что ты целыми днями на базаре, уже труд. До сих пор нас преследуют проблемы с миграционной службой. Как только приехали, приходилось кочевать с места на место, тащить на себе стол, на котором мы раскладывали свой товар. И мы узнали цену деньгам. Приехал и сразу нашел точку, так бывает редко и сложно. Продавали нас
носки, всякую мелочь. И сейчас остановились на мужской одежде. Имеем свою точку. Были и такие моменты, когда мне говорили: ты кыргыз, ты такой-сякой. Были непонятки на базаре. Поначалу мы снимали частный дом. Тогда было мало кыргызов, которые могли позволить себе снимать благоустроенную квартиру. Большинство конфликтов именно там и возникало, в частном секторе, где нас притесняли, говорили, что мы кыргызы. Но мы все вытерпели, и вот чего мы сейчас достигли. А когда только приехал, в кармане было $100. Сестра с мужем помогли, указали путь. Сейчас неплохо, слава богу, достигли каких-то результатов. Сегодняшняя наша жизнь по сравнению с прошлой намного лучше. А кто сказал, что будет легко? Главное не отчаиваться и не опускать руки. Только человек, который испытал все тяготы жизни, поистине ценит то, чего он достиг. Причем своими силами, кровью и потом. Впрочем, всегда нужно стремиться к лучшему, а не просто довольствоваться тем, что есть. Молодежь сейчас просыпается утром и собирается либо в Казахстан, либо в Россию, даже не удосужившись собрать нужные документы. А какая там их ждет судьба, никто не может предугадать. И как там на чужбине жизнь сложится? Вот сейчас есть профтехучилище, там же готовят замечательных специалистов. Поступили бы туда, получили бы определенные знания по той или иной специальности. Хорошие рабочие востребованы всегда и везде. Если ты профессионал в той или иной сфере, то тебя сами фирмы зовут на работу. Создают условия, платят вовремя заработную плату. Надо объяснять молодежи, что иметь специализацию просто необходимо. Время-то проходит, незаметно и 20 лет так пройдут. Наши выполняют тяжелую работу. Кто-то груз таскает, кто-то еще какую-то черную работу выполняет. Все равно вред здоровью наносят. А если он завтра станет инвалидом, кому он будет нужен? Сейчас еще покрепче стать бы на ноги и принести пользу Кыргызстану, внести свой вклад в его развитие. Такие мысли, конечно, есть. Мы стараемся уехать на родину, но обстоятельства пока не позволяют. Может, нам кажется, что здесь нам Бог больше дает. Я даже сам уже не понимаю. Но в течение 2-3 лет постараемся вернуться в Кыргызстан. Ездить на родину у Читы получается, даже если не на отдых, но на той обязательно. Ну а как же у кыргызов без пиршеств? Впрочем, порой никому не нужных, только лишние расходы, да и все. Я думаю, это неправильно. Мы здесь деньги зарабатываем таким трудом. Приглашают на различные тои. Если не пойдешь, обидятся и даже могут сказать, что зазнался, начал деньги зарабатывать и никого не признает. Чтобы таких разговоров не было, приходится ходить на все мероприятия. Если даже нет возможности на тот момент, приходится находить. Вот так и живем. Но я считаю, что это неправильно. У Эльчуро музыкальное образование, у жены тоже. Увы, петь на сцене им не суждено было. Зарабатывать на жизнь приходится не талантом, а трудом, причем далеко от родины. Впрочем, это лучше, чем просто сидеть сложа руки и сетовать на безработицу. Зато никому ничем не обязан. Дети сыты, одеты, обуты. Может быть, у них получится реализовать свой потенциал в родном Кыргызстане. Надеются родители.